Жәытәнатәаахыс аԥсуаа еибашьцәаҟәақәак раҳасабала рыхьӡ Адунеи иадыруан. Уи ҩашьара шакәым, шәи-жәаба шықәса раԥхьа ҳаибашьцәа ҩаԥхьа идырҵабыргит. Есқьеишәажәи шықәсазы ахыкит актәи адунеи зегьтәи аибашьра. Уи ианалага Лыхнашҭеи Мықә-ашҭеи аԥсуаа еизеит. Қәҭешьынтә Мықә-ашҭа иаҭааз аҳәынҭқарратә чынлаҩ ажәлар ирылеиҳәеит аибашьра ишалагаз атәы. И вот, когда началась Первая мировая война, было решено организовать Кавказский военный корпус из горцев Кавказа. И абхазцы, как пишут источники, изъявили горячее желание принять в этом активное дело. Были составлены добровольцы. Аԥсуаа аибашьрахь рҽеибырҭо иалагеит. Рқәымшәқәа ирҭаҟаца, рабџьар еилаарцыруа, Нарҭаа дуқәа ишырхылшьҭраз ҩашьомызт. Зҽыӡаӡымкәа ирықәтәаны инеиуаз афырхацәа, аиргь илаԥш хаашәхызааит ҳәа ирықәныҳәаны инаскьаргон. Урыстәыла император Николаи Аҩбатәи иқәҵарала зқьеишәажәи шықәсазы Кавказтәи ашцәа рдивизиа еиҿкаан. Анаҩс уи хьыӡшьарас ииуит Дикая дивизиа ҳәа. Адивизиа иднакылеит Кавказ еиуеиԥшым ажәларқәа реибашьцәа. Но там был ингушский полк, чеченский полк, дагестанский второй полк, черкесский полк, черкесы, абхазы, входили карачаевцы. Татарский полк входил тоже, да. А потом отделили, был еще пеший аджарский полк, но их перевели. Дикая дивизия шьақәгыланха бригадак рыла, урҭ фполкны ишан. Аԥсуа еибашьцәа ачеркесцәа руаа рполк иалан. Дикая дивизиа иднакылоз аибашьцәа рхыԥхьаӡара быжьнызқьҩык ыҟан. Азеиԥштәи шәышықәсазы Урыстәылатәи аимпериа Кавказ ажәларқәа ирызноуз ала, аибашьра ианалага уи ахьчара зимгыларгьы ауан, аха уи аҩыза рхы иақәнадмыргеит. Ари аҭагылазаашьа згәазҭоз маҷҩымызт. Кавказские горцы держались и держатся до сих пор с огромным мужеством и непоколебимой твердостью. Это одна из самых надежных войсковых частей. Гордость русской армии. Кавказцы имели полные моральные основания никакого участия в войне не принимать. Мы отняли у кавказцев все. Их прекрасные горы, их дикую природу, неисчерпаемые богатства этой благодатной земли. И вот, когда вспыхнула война, кавказцы добровольно пошли на защиту России, защищали ее беззаветно, не как злую мачеху, а как родную мать. Все кавказцы таковы, в них живет еще истинный дух рыцарства, и на предательство и удары сзади из-за угла они не способны. Не против России и русской свободы идут войны Дикой дивизии. Они сражаются с русской армией, и впереди всех, и смелее всех умирают за нашу свободу. Лучше не скажешь. Граф Полецкий. Дикая дивизия наԥхгаразиуан Урыстәыла император иашьеиҵб аинрал-майор Михаил. Ари аҭагылазаашьа машәырны иҟамлеит. Аимператор Николаи Аҩбатәи Кавказ ажәларқәа рҷыдарақәа азгәеиҭахьан. Ибзиангьы еиликаауан урҭ шыԥцарактәыз. Жәытәнатәаахыс аибашьҩы ишьаздақәа ирҭахәмаруаз аԥсуаа аибашьратә аҿы узыршанхаша афырхаҵарақәа аадырԥшуан. Ноиабр мза зқьеишәажәохә шықәсазы иауз асыҩамгылах ататарцәа рполк рҭагылазаашьа аруадаҩит. Иҟалаз аҵааи ахьҭеи амаша иҭатәаз аибашьцәа ирызхымго иалагеит. Анцәара иаҿыз ацхыраара рыҭатәын. Афырхаҵара иахамеигӡара ианаҭахха аамҭазы аԥсуаа злаз ачеркесттә полк ацхырааразы игылт. Ари афырхаҵаратәы аимператор иҟынӡа инаӡеит. Хәҩык аԥсуа еибашьцәа Џьота Гарцкиа, Никәала Ачба, Уасил Лакоба, Михаил Чрыгба, Темраз Лакоба рфырхаҵаразы гьаргьы џьарқәа ранашьан. Это единственная боевая часть царской армии, российской армии, которая не имела ни одного дезертира. Подчеркиваю, ни одного, когда дивизии и полки бежали с фронта. В общей сложности воевало 7 тысяч всадников. В
плен они взяли в 4 раза больше, чем их количество, до 30 тысяч. Когда читаешь, особенно воспоминания офицеров, которые ушли в белую миграцию, просто они с таким восторгом пишут о них. Охватывает гордость. Действительно проявляли чудеса храбрости, в прямом смысле этого слова. Вот абхазцев, говорю, 400-500 человек было. 10 героев в России дали. На 50 человек один. Такой статистики нету. Далее. Сотню абхазскую называли сотней крестоносцев. Это раз. Потом. Все были, в смысле, полки, ну, просто блистали отвагой, в прямом смысле этого слова. Усҟан зқәыԥшра иҭагылаз Аԥсны азеихьӡар Константин Лакрба уԥхыӡ иалашәар иузхамҵо, лабҿаба ухаҿы иузаамго, аҭоурых аҿы иаанхаз афырхаҵара ҟаиҵеит. Аибашьраҿы Дика идивизиа австриеццәа ӷәӷәала еидыслеит. Аӷа ихымцар шацәырихьчарцаз аԥхьатәиқәа аамҭала ихьаҵыр акәхеит. Усҟан Константин Лакрба илаԥш дыҵашәеит ирхәыз иҩыза Осенков. Уи ацхыраара иҭатәын. Командиром абхазской боевой единицы был Коци Лакербай. Я хочу, во-первых, сказать вечная память Константину Давидовичу Мачеваряне. Это он написал о нем очерк, издал книгу в 17 году, и поэтому мы помним. Потом вечная память Изугу Габеля, которому предложил Ермолай Аджинджа. Это в 70-м году. Он начал собирать материалы об абхазских всадниках. И первый в Советском Союзе издал эту книгу. И во время атаки его друга ранили. Под ним он абхазец был. В общем, дело не важно. Ваня Лакербай нам рассказал, он очевидец был. Ваня Лакербай, композитор, вот здесь, так у него рука была перевязана, вот этот случай он нам рассказывал. И он увидел, что его товарищ упал. А там идет кинжальный огонь, невозможно. Он разворачивает коня, подскакивает, а он коня так воспитал, вот так точки знал. Он нажал плетью, и конь встал на колени. Он соскочил с коня, тот был крупный, положил его поперек седла и спокойным шагом поехал. И австрийцы были, они высунулись и кричат, ну, перестали стрелять, такое не видели. Браво, браво, пан казак. И вот за этот подвиг он был представлен к званию Героя Золотому оружию. Но до этого он получил белый офицерский крест, Георгиевский крест 4-й степени. 6 человек только в дивизии обладали. Надо же об этих героях говорить. А как он с ума сходил за родную Абхазию, просто с ума сходил, обожал Абхазию. Он, кстати, воспитывался в семье Анатолия Батовича Возба, у его бабушки, ну, бабушки и дедушки в Лыхнах. Они в соцаздравотделе, как положено. Аибашьра даҿы аԥсуаа рыԥсы еигӡомызт. Урҭ рҭоуба иацәхьаҵыр аасҭа аԥсра еиӷьыршьон. Урыстәыла император Николай Аҩбатәи ирхәҭақәа иреиӷьыз ируакны иԥхьаӡон Дика идивизиа. Уи идыруан, егьа иуадаҩзаргьы ируҭо адҵа инамыгӡакәа ишымхынҳәуаз. Изқьышәи-жәаф шықәсазы Дика идивизиа ацәаҳәа иқәыргылан. Изҽалызкааз аибашьцәа аҳамҭақәа ранаршьон. Аимператор Николай Аҩбатәи ишьеиҵбы адивизиа напхгаразҭоз Михаил дааиԥхьан, адҵа ииҭеит. Иџьыба иҭигаз асааҭ наииркын, ус иеиҳәеит. Зфырхаҵарыла зҽалызкааз аибашьҩы сыхьӡала ҳамҭас иҭ. Адивизиа иалаз зегь рахьтә еицҿакны далыркааит Хмаџыр Ҭарба. Ирҭаз асааҭгьы самому храброму воину ҳәа аҩы ранын. Иабамеибашьоз аԥсуа еибашьцәа иарбан ирхырымгоз. Аԥсрабла ишҭаԥшуазгьы ҳажәлар хьымӡӷ даҳмыргандаз ҳәа ихәыцуан. Ажәыларахь ианеихоз аӡә ашьҭахь даанхар ҳәа дшәон. Командиром Ингушского полка был Георгий Марчул, лучший наездник, лучший, подчеркиваю, России, преподаватель элитнейшего Николаевского училища в Петербурге.
где воспитывали офицеров-воинов. Ингуши до сих пор по телевизору лично слушал. Тогда шли в атаку с песней: не имеем страха, не боимся пули, нас идет в атаку храбрый Марчула. Пушки мы отбили, рады от души, вся Россия знает, джигиты им души. До сих пор это передают в Ингушетии, помнят его. Даже когда наш один товарищ стал их зятем, он говорит, старики пришли, чтобы абхазов увидеть, говорит, поклонились, говорит, мы помним нашего командира, какой благородный человек был Георгий, абхазец мирший. Аибашьрададжы озыр шанхаша фархазараква аадырԥшуан. Аӷа ҷыдала дшәон адивизиа аӡбахәаны иҳалак. Уи иалахәыз ирызкыз аҳәамҭақәагьы маҷмызт. Иазгәаҭатәуп аҵак ду змоу ҷыдарак. Аибашьра иалахәыз рахьынтәи дыҟам аԥсуак аҳәынҭқарратә ҳамҭа змоукәа зыԥсадгьыл ахь ихынҳәыз. Уи азы аԥсуа еибашьцәа ргәыԥ даҽакала сотниа крестоносцев ҳәагьы иашьҭан. Зқьи жәаф-шықәсазы Константин Лакрба иҭахара мызқәак шагыз, исахьа ҭыхны Аԥсныҟа иуак изааишьҭит. Афото ашьҭахь игәы иҵхоз ажәақәакгьы аниҵеит. Уи аахыс шәи-жәаба шықәса ҵхьеит, аха иахьагьы уаҵәы иҵагылоу абиԥарақәа рзгьы афырхаҵа иажәақәа уасиаҭк еиԥш иаанхоит. Он во время боя в атаке был первый, при отступлении был последний. Всегда говорил следующее: если у тебя выбили винтовку, бери за шашку, выбили шашку, бери за кинжал, чтобы никто не говорил, что абхазцы испугались. Когда они совершили там подвиг, не может быть с таким количеством людей, вы там уничтожили редут, взяли столько-то пленных, человек 100 перерезали. Он говорит, нас было в 10 раз больше, их 11 человек было. Все были абхазцы. Это его знаменитый ответ. И вот на его последней фотографии после ранения очередного в 16 году, что он пишет. Вот это надо, чтобы вошло в учебники, люди знали бы. Вспоминай, глядя на эту карточку, того абхазца, который приносил и принесет в жертву все, что в его силах. Если нас не станет после войны, одна мечта и просьба наша: приносите каждый из вас, абхазцев, сколько можете пользы своей родной Абхазии и своим собратьям. Все сказано. После очередного подвига абхазцев, вот очень интересный факт, командир дивизии предлагал построение дивизии, всех построили, абхазцы выйти из строя. Ну, за ваши подвиги лично царь, говорит, объявляет вам благодарность. Государь-император, он попросил расцеловать каждого из вас. Но я, говорит, хочу вашего командира обнять всех, расцеловать, то есть вас много. Говорите, любое ваше желание будет исполнено после этой войны. Первое, что они сказали, мы хотим учиться, чтобы наши сыновья и дочеря учились в вузах и России и Европы. Право ношения оружия, чтобы Абхазия была не округ, а самостоятельная губерния, ну и так далее, и так далее. Все ваши желания будут исполнены после войны, ну, началась революция и так далее. Я к чему хочу сказать? Ну, абхазцы служили не только в черкесском полку, они были в кабардинском, ингушском, татарском. 2 батальона татар они спасли замерзающих, заняли их место. Это небывалый подвиг. Все были представлены к Георгиевским крестам, но получило только 6. Это уже в мою компетенцию не входит. Но я к чему говорю? Они об этом писали с восхищением. Мы не должны забывать наших вот сынов доблестных. И ингуши, когда открывали памятник, это лет 15 назад, если не ошибаюсь, памятник, где, когда было к столетию, да, к столетию, приехала дочь великого князя с Парижа. Шикарный, осетины шикарный памятник. Мы даже не знаем, что у нас такие герои были. Это не позор? Вечная слава героям, вечная память. Вот здесь список их. Я прочитаю. Полные кавалеры георгиевское оружие. Магомед Рауф Агрба. Георгий Алексеевич Марчук. Поручик Варлам Шенгелай. Полные георгиевские кавалеры. Адамыр Цышба.
урядник Дмитрий Ачба, урядник Кача Когония, Константин Когония, урядник Василий Магба, урядник Рамазан Шхалахов, Георгиевским крестом солдатским 4 степени офицер татарского конного полка князь Хаид Бичачба. Они адхарские были, линия Таулахипа. Я хочу, надо знать своих героев. Другие бы вот так подняли бы. ЮНЕСКО век шепсезе, акпе дунейте башриялахос айбаштвиреско монографият лежит, аторых цараддаракор кандидат Лариса Цвечпха. Уедна кылит хуфью кракар айбаштра арторахква. Ацараую архив куркнаусуна хразло документ-ква эйдел кылит. Ашхуя гылуп и мачем ква фотоматериал каге. Апсуа цараза, аусумта лагала бзиахait. Хаштра рыкум, яцтпи амш зыпсыртынцыны, ехапи амш лаша хахезыльзыз. Яхах марштлап, егям тепшарге, гуалаферу ирихау абаға.